Событие, которому посвящен наш фильм, уже вошло в историю страны. Люди, о которых мы расскажем, наши современники. Москва. Со всех концов страны, из самых далеких уголков планеты прибывают делегаты и гости 18-го съезда ВЛКСМ. Первопроходцы прославленных строек, труженики полей, школьники, ученые. Люди, увенчанные высшими наградами Родины, и ребята, чья биография еще только начинается. Возраст еще не характеристика личности. Дело — показатель зрелости человека. Несмотря на молодость, этим людям есть о чем рассказать с самой высокой трибуны. В характере каждого нового поколения заложен как генетический код характер поколений минувших. И чтобы увидеть дорогу, уходящую за горизонт завтрашнего дня, нужно оглянуться назад, окинуть взглядом путь, по которому шли отцы. Комсомольская площадь. Здесь сходятся самые дальние дороги великой державы, с Дальнего Востока, Севера, Средней Азии, Урала. Отсюда берут начало яркие страницы в летописи комсомола. События, которые начинались здесь, помогут нам увидеть дороги, которые выбирали разные поколения советской молодежи, и понять логику их выбора. Каланчевка. В начале века площадь еще не знала ни своего нового имени, ни новой истории, на пороге которой стояла. Площадь испытала и сохранила в памяти все потрясения нового времени. 1918 год. Год рождения Коммунистического союза молодежи. Тогда их было всего 194 делегатов первого комсомольского съезда. Одна из первых комсомольских ячеек. Как прекрасна молодость. Как прекрасны цели молодых коммунистов сделать мир лучше. Партия предупреждает, борьба будет долгой и трудной. Они готовы к трудностям. Они смотрят на нас, людей из будущего, не зная еще, что все грядущие испытания выдержат и цели своей достигнут. Мы знаем. И помним голод, разруха, мертвый застой, сковавший исполинские силы страны. Вот что оставил в наследство царизм первому поколению советской молодежи. Мы помним и эти надписи на дверях райкомов. Кольцо интервенции, которым как петлей пытались задушить революцию. Эшелоны с первыми добровольцами. Доброволец. Отныне это слово станет определяющим в характеристике первого и всех последующих поколений комсомольцев. Новое слово врывается в словарь эпохи – пятилетка. По зову партии лучшие сыновья и дочери страны Советов с комсомольскими путевками отправляются в суровые и несказанно богатые края создавать индустриальную базу социализма. Каждая юность принадлежала своей пятилетке, и каждая пятилетка требовала новых эшелонов. Комсомольская площадь помнит все эти эшелоны. Даешь магнитку, и вырастали в степи палаточные городки. За ними домны, заводы, города, а с ними рос новый человек, хозяин своей земли. Одни оставались здесь, варить металл, строить машины, другие прокладывали дороги дальше. Дороги приносят с собой жизнь. Новая жизнь ломала представление о возможностях человека, его предназначении. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, кредо, которое они провозгласили и утверждали каждым прожитым днем. Даешь целину, пароль нового поколения. И вновь комсомол формирует эшелоны добровольцев, откликнувшихся на призыв партии поднять мертвые земли, дать стране новую житницу, дать большой хлеб. История — это не только далекое прошлое. 4 года назад, в день, когда завершил свою работу 17-й съезд ВЛКСМ, Комсомольская площадь провожала первый эшелон на стройку века – Байкало-Амурскую магистраль. В каждых проводах начало будущих встреч. 4 года назад делегаты 17-го съезда ВЛКСМ выработали программу на будущее.
Сегодня они вернулись, чтобы доложить партии народу о свершенном. 4981 человек избраны делегатами съезда. Красная площадь. Имя Ленина начертано на нашем знамене. Идти дорогой Ленина, свято выполнять его заветы, учиться, трудиться, бороться и побеждать по Ленину – вот главный закон жизни нашей молодежи. Съезд – это всегда праздник. Встречи, знакомства. Сегодня время свело воедино все поколения советской молодежи. Молодость быстротечна, но есть у нее свойство бесценное. К своей молодости человек всю жизнь возвращается. И если молодость прожита ярко, она становится достоянием детей и внуков. Герои войны, герои первых пятилеток, герои труда. За 60 лет школу комсомола прошли 143 миллиона юношей и девушек. Как и во все времена, сила комсомола в постоянном руководстве, поддержке со стороны партии. — 25 апреля 1978 года. В президиуме съезда руководители партии и правительства. Слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Товарищи делегаты, уважаемые гости съезда, от имени Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, от имени всех членов нашей Ленинской партии горячо приветствуем участников нашего самого высокого комсомольского собрания и в вашем лице всех комсомольцев, всю советскую молодежь. Коммунисты старшего поколения могут, я думаю, быть довольны советской молодежью наших дней. Она растет коммунистически убежденной, глубоко преданной делу партии, делу великого Ленина. Миллионы юношей и девушек показывают образцы мужества, стойкости, верности идеалам октября. С большим энтузиазмом они работают всюду, где проходит фронт коммунистического строительства. Активно борются за выполнение напряженных планов развития страны. Во всякое дело они вносят свой особый романтический порыв, я бы сказал, молодую окрыленность.
За все это спасибо комсомолу, спасибо всем молодым советским людям в нашей стране. Пусть и впредь в ваших сердцах горит чистый огонь патриотизма, живет благородное чувство личной ответственности за порученное дело, за все, что происходит в стране. Далее товарищ Брежнев остановился на задачах, которые ставит партия перед комсомольцами и молодежью. Партия считает сегодня наиболее важным борьбу за эффективность и качество. Это курс, взятый всерьез и надолго. В этом не только ключевая задача текущей пятилетки, но и определяющий фактор нашего экономического и социального развития на многие годы вперед. В этом программа воспитания целого поколения советских людей. Партия надеется, что юноши и девушки с удвоенной энергией будут всегда проявлять творческую инициативу и бережное отношение к народному добру, высокую организованность и дисциплину. Партия призывает комсомол взять под свою неослабную опеку капитальное строительство и транспорт, сферу торговли и бытовое обслуживание. Комсомол всегда был надежным шефом великих советских строек. Эта прекрасная традиция сохранилась. Но сами наши стройки стали во многом иными. Сегодня это уже не только отдельные стройки-гиганты, но и целые громадные географические районы. Остановлюсь здесь лишь на одном из таких районов. Значение его для будущего Родины возрастает с каждым днем. Речь идет о Западной Сибири, точнее о Тюмени. Тюменский меридиан. Необозримый район страны, равный по площади Испании, Италии и Англии вместе взятых. Суровая и неприступна тюменская земля. Щедрая земля. Здесь, под непроходимыми болотами, золото 20 века, нефть. Ее нужно найти. Надо уметь ее взять. Делегат съезда, член ЦК ВЛКСМ, буровой мастер из Нижневартовска Владимир Глебов был одним из тех, кто высадился в первом десанте. С начала освоения нового экономического района по комсомольским путевкам сюда направлено около 100 тысяч человек. Стремление не следовать за временем и событиями, творить их неистребимо в личности. Тюмень не делала поблажек. Это был настоящий, а не учебный бой, в котором победа за одни прекрасные порывы не присуждалась. Ее надо было взять не столько силой, сколько умом, точным расчетом. Так закалялось наше поколение, так создавалась главная нефтяная база страны. Всего за 10 лет мы превратили этот таежный край в главную нефтяную базу страны. Сейчас там разворачивается мощная газовая и химическая индустрия. На днях ЦК партии приветствовал нефтяников Западной Сибири. Они дали Родине 1 миллиард тонн нефти. Это большая трудовая победа. Честь и слава нашим северным добытчикам черного золота. Далее Леонид Ильич Брежнев остановился на задачах молодежи в реализации аграрной политики партии. Первое слово здесь, конечно, к сельской молодежи. Она олицетворяет будущее и во многом определяет настоящее советской деревни. Центр России, не Черноземье, современная целина. Здесь тоже нужны добровольцы. Им не надо спешить на вокзалы. Здесь нет палаток, нехоженных троп.
Есть отчий дом, есть дороги их детства, есть земля за околицей родного села, красивая, но скупая на щедроты земля. 29 областей и автономных республик – такова территория еще одной всесоюзной ударной комсомольской стройки, не черноземья. Перевести сельское хозяйство на индустриальную основу, преобразить край, превратить его в щедрую продовольственную кладовую – вот ключ к пониманию понятия современной целины. На осуществление этой программы, выработанной 25-м съездом КПСС, выделяется 35 миллиардов рублей, мощная техника, тысячи тонн удобрений. Но решающее слово за человеком. Николо-Шангская средняя школа Костромской области. Какие дороги они выберут завтра? Вопрос личный, вопрос социальный. Для этого класса выбор позади. В один день они пришли в школу, работали в одной ученической бригаде, стали лауреатами выставки достижений народного хозяйства СССР. 2 года назад, когда их земляки, выпускники средних школ Костромской области, обратились с призывом посвятить себя освоению второй целины, они решили «остаемся». Леонид Ильич Брежнев высоко оценил почин костромичей. С трибуны 18-го съезда Леонид Ильич в частности сказал: «Готовясь к встрече с вами, я поинтересовался тем, как они сейчас живут. И мне сообщили, что эти вчерашние школьники стали хорошими хлеборобами, животноводами, механизаторами, нашли себя в замечательном благородном деле. Они создали молодежные коллективы на фермах, овладели новыми профессиями. Многие продолжают учебу. У них уже десятки тысяч последователей в разных концах нашей великой Родины». Эти ребята год назад закончили школу. Как и костромичи, остались на родной земле. Класс стал бригадой. Это был первый их урожай. Осенью после уборки вместе ушли в армию. Так бригада стала воинским подразделением, и командир у них прежний, Александр Ночевка, в прошлом их бригадир. Сменив трактор на танк, они делают свое дело по-мужски основательно. Все отличники боевой и политической подготовки. Их командир – делегат съезда. Такое ясное движение судьбы – обрабатывать землю, охранять ее. Мы знаем, эти ребята, выросшие под мирным небом, не хотят воевать. Мы понимаем, сказано в приветствии воинов съезду, что в мире есть силы, которые не хотят смириться с победной поступью социализма и коммунизма. Поэтому советские войны всегда начеку, всегда готовы выполнить свой воинский долг. Они не дрогнут, как не дрогнули в суровый час их отцы. История знает немало героических подвигов одиночек, писал в воспоминаниях «Малая земля» Леонид Ильич Брежнев. Но только в нашей великой стране, только ведомые нашей великой партией, советские люди доказали, что они способны на массовый героизм. Добровольцы. Они выстраивались у дверей военкоматов в нетерпеливые очереди. Прошу отправить на фронт. Миллионы комсомольцев пали смертью храбрых на фронтах войны. Среди тех, кто никогда не вернется с фронта, был ее единственный сын. Сережка. Сергей. В будущем Сергей Якоби, студентом ВТУ имени Баумана, мог стать ученым, как его знаменитый однофамилец. Он навсегда остался студентом, рядовым войны, павшим в битве под Москвой. В Москве живет его мать. Весной прошлого года
К ней пришли студенты Московского института международных отношений. Попросили фотографию сына, его последнее письмо с фронта. Сообщили матери, что включили ее Сережу в свой студенческий строительный отряд. Патриотическое движение молодежи за себя и того парня всколыхнуло всю страну. Тысячи солдат, павших на фронтах войны, были зачислены в составы рабочих бригад заводов, строек, колхозов. Живые выполняли их рабочую норму, трудовые коллективы присваивали себе их имена. Она и раньше думала, что в огнях салюта есть и Сережина звездочка. Но как важно, чтобы это знали и другие, даже если твой сын простой солдат. Это нужно живым. Вот этим студентам, прикоснувшимся к судьбе сверстника из 41-го, всем их ровесникам, выросшим под мирным небом. Это нужно матерям. Они до сих пор ждут сыновей и будут ждать их всегда. Ее сын погиб ради того, чтобы кто-то другой смог продолжить его судьбу. Сергей Кулешов занимается теоретической физикой. Он ученый-секретарь Объединенного института ядерных исследований в Дубне, кандидат физико-математических наук. 75 докторов и кандидатов наук были избраны делегатами съезда. Золотой фонд науки. Так говорил о молодежи академик Курчатов. Помочь ускорить творческий рост молодых, быстро подготовить их к решению сложных научно-технических проблем – в этом видят свою первейшую задачу советы молодых ученых и специалистов, созданные по всей стране. Слово «ученый» всегда было олицетворением поиска, вечного стремления к познанию мира, от бескрайних просторов Вселенной до бесконечно малой клетки всего существующего атома. Слово «атом» способно вызвать разные чувства, от ликования до ненависти. Весть о планах создания Соединенными Штатами Америки нового вида ядерного оружия, нейтронной бомбы, встретила гневный протест народов мира. ФРГ, Индия, Греция. По всему земному шару катится мощная волна протеста. Разрядка. Этот путь признан и поддерживается народами как единственно разумный в наше трудное время. С трибуны 18-го съезда ВЛКСМ товарищ Леонид Ильич Брежнев еще раз предостерег милитаристов от опасных планов наращивания гонки вооружений. Уменьшить угрозу возникновения новой мировой войны, массового истребления людей с помощью ядерного оружия – вот центральное направление нашей борьбы за мир в современных условиях. В этих целях Советский Союз предпринимает ряд крупных акций. Одна из них – переговоры с Соединенными Штатами об ограничении стратегических наступательных вооружений. Мир, невмешательство во внутренние дела, равноправие, взаимовыгодное сотрудничество – все это необходимые и самые важные элементы разрядки и прочного мира. Такова наша политика во всех частях мира. Далее Леонид Ильич Брежнев сказал: беречь нашу землю, передать ее молодому поколению во всем ее богатстве и красоте, не изуродованной пламенем ядерного пожара, вот на что должны быть направлены, по нашему убеждению, помыслы человечества. Советский Союз делает для сохранения и упрочения мира все от него зависящее. И мы верим, дорогие юные друзья, что ваше будущее – это счастье свободного труда на мирной планете. В заключении Леонид Ильич Брежнев сказал: ваш съезд собрался в преддверии знаменательной даты. Этой осенью исполнится 60 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Страна, конечно, достойна отметить этот юбилей. А вас просим прийти к своему празднику с новыми большими трудовыми свершениями.
Возраст у комсомола вполне зрелый, но дух его всегда молод. Ленинский комсомол – боевой помощник и надежный резерв партии. У партии вы черпаете огромный выверенный опыт для всей деятельности вашего союза. И это естественно, ведь у партии и комсомола одна цель – коммунизм. И путь тоже один – это путь Ленина, путь служения народу. Вам предстоит довести до полной победы великое дело, начатое вашими дедами и отцами. Будьте же их достойной сменой, высоко несите знамя коммунизма. Слава ленинскому комсомолу, передовому отряду советской молодежи. Речь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева была выслушана с огромным вниманием. В ней программа деятельности ленинского комсомола, каждого комсомольца. В тот же день в адрес съезда стали поступать отклики на речь, телеграммы, письма, приветствия со всех концов нашей страны и из-за рубежа. С докладом отчет ЦК ВЛКСМ и задачи комсомола по формированию молодежи коммунистической сознательности, готовности, воли и умения строить коммунизм выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Пастухов. Товарищи делегаты, уважаемые гости, молодому поколению страны Советов выпало ни с чем не сравнимое счастье – учиться, работать и жить в стране, впервые в истории человечества, прокладывающей путь к высотам коммунизма. В этом историческом восхождении ведет нас великая партия Ленина. Четыре года прожито нами после 17-го съезда ВЛКСМ. Это были яркие, незабываемые годы, наполненные великими событиями в жизни страны, партии и комсомола. Навсегда войдет в революционную летопись 25-й съезд КПСС, определивший перспективы дальнейшего повышения экономического и оборонного могущества нашей Родины, благосостояния советских людей, развернутую программу борьбы за мир и международное сотрудничество. Съезд партии уделил исключительное внимание проблемам коммунистического воспитания детей и молодежи, деятельности ВЛКСМ. От имени Ленинского комсомола, всей советской молодежи мы, делегаты съезда, говорим: политику нашей родной коммунистической партии, деятельность Ленинского Центрального комитета КПСС, Политбюро ЦК во главе с товарищем Брежневым безраздельно, горячо и единодушно одобряем и поддерживаем. Широка и многогранна деятельность комсомола. Важнейшая его задача – воспитывать нового человека, формировать его коммунистическую идейность. А это значит, подчеркнул докладчик, вооружать комсомольцев глубоким пониманием законов общественного развития, знанием исторического опыта КПСС, истории революционной борьбы и социалистического строительства. В комсомоле, по примеру партии, при ее активной помощи сложилась стройная система марксистско-ленинского образования, которая охватывает все группы молодежи. Вместе со старшими товарищами, сказал товарищ Пастухов, молодежь успешно трудится во всех отраслях народного хозяйства.
127 тысяч молодых передовиков за самоотверженный труд были отмечены за отчетный период орденами и медалями. Как и прежде, ударный фронт комсомола там, где решается успех общего дела, там, куда направляет нас коммунистическая партия. Товарищи, 4 года назад из этого зала на строительство Байкало-Амурской железной дороги ушел отряд имени 17-го съезда ВЛКСМ. Он был первым передовым отрядом огромной армии добровольцев. Сегодня мы с гордостью докладываем родной коммунистической партии, вам, дорогой Леонид Ильич, что все задания партии, правительства по созданию магистрали века выполняются досрочно, с хорошим качеством. Проложено 1100 километров или 1/3 пути. Построен ряд уникальных мостов и тоннелей. Сеть автомобильных дорог. 46 поселков. Докладчик подробно остановился на задачах, которые стоят перед комсомольскими организациями в деле нравственного воспитания. Дороги к нравственному совершенству, к вершинам духовной и физической культуры открыты в нашей стране для всех. Комсомольские организации, сказал товарищ Пастухов, призваны помочь каждому молодому человеку приобщиться к ним и пройти их так, чтобы приобретенное в пути, приумноженное и обогащенное возвратилось к людям, Отечеству. Современная молодежь. В их руках судьбы завтрашнего дня. Во всем мире политики, философы, экономисты, отцы и матери спрашивают себя, какую дорогу выберут их дети, куда поведут будущую историю. И если сыновья выбирают дороги отцов, к старшим приходит уверенность, жизнь прожита не зря. Отцы и дети. Чердинцев-младший, комбайнер, 28 лет, член ЦК ВЛКСМ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Свое выступление на съезде он начнет просто и ясно. Я хлебороб. Мое главное назначение в жизни — растить хлеб. Чердинцев-старший, Василий Макарович, всю жизнь растит хлеб. Слава этого удивительного мастера своего дела, героя социалистического труда, шагнула далеко за пределы Оренбуржья. 5 лет назад в честь знаменитого хлебороба в районе был учрежден приз для лучшего молодого хлебороба. 5 лет подряд этот приз завоевывает сын. Отец и сын, 2 поколения, 2 судьбы, спаянных родством крови, родством хлеба. И дед Григория знает цену каждому колоску. Но у внуков другой размах. За ними знания, умноженные на мощь современной техники. Среди наград Григория одна из самых дорогих — медаль за освоение целинных и залежных земель. Не так давно эти поля зрели только ковылем, целина охватывала и Оренбургские степи. Эшелоны, уходившие из Комсомольской площади, останавливались на Конечной. Дальше дорог не было. На все 4 стороны мертвая степь. Наши недруги говорили вслух, что планы освоения целины нереальны. Но первая же борозда размашисто перечеркнула мрачные прогнозы. И вкус первого хлеба, испеченного из целинного зерна, был самым сладким для тех, кто соленым потом оживил эти бескрайние просторы. Хлеб промышленности — металл. Самые фантастические научные идеи и грандиозные планы станут реальностью только после того, как в печи обыденно сварят металл. Валентин Иловайский — металлург. Без его профессии представить современный мир, прогресс вообще невозможно. Это хорошо понимали добровольцы первых пятилеток. В этих ритмах уже слышны раскаты космических стартов. Отсюда начинаются штурмы земли и океанов. В силуэтах первых домен видны очертания мощного индустриального государства. Эта профессия таит в себе массу сведений, приобретенных многими поколениями металлургов. И если идущий следом достигает вершин профессионального мастерства, благодарить нужно своего учителя. Для Валентина Иловайского наставником был знаменитый столевар Воронцов. Наставничество
важная тема отчетного доклада ЦК ВЛКСМ. Славен человек, достигший вершин мастерства, но трижды славен тот, кто помогает взойти на них своим ученикам. Валентин Иловайский принял эстафету наставничества. По его инициативе на Ижевском металлургическом заводе создан кабинет профессиональной ориентации для школьников. Открывать пионерам и школьникам романтику трудового подвига, сказано в отчетном докладе ЦК, вызвать стремление встать в ряды рабочего класса, значит заложить основу воспитания новых Стахановых и Гиталовых, Ангелиных и Малининых. Это важнейшая задача комсомола. Ежегодно профессионально-технические училища выпускают миллионы высококвалифицированных рабочих. Училась в сельском ПТУ и девушка из далекого таджикского аула Саадат Базарова. Саадат в переводе с таджикского означает «счастье». Веками это имя передавали из поколения в поколение как заклинание. «Будь счастлива, дочка, Саадат, дитя мое». В разные времена люди вкладывали разный смысл в само понятие счастья. Атаджан Базаров – счастливый отец. Эти аксакалы помнят времена, когда женщина скользила рядом тенью, пряча за паранджой прекрасные черты свои. Помнят, как с боем врывалась в их жизнь новая эпоха с непривычными ритмами, ценностями. В течение одной человеческой жизни очистилась, засверкала всеми гранями понятия счастья. Свободной жизни. Все. Но чтобы женщина играючи вела машину или комбайн, чтобы девчонка 19 лет брала урожаи хлопка, какие мужчинам не снились, чтобы вчерашняя школьница победила на всесоюзном конкурсе пахарей, да, видно, время такое неуемное поколение. Они продолжают, а начиналось все так. В 1933 году в Донецкой области была создана первая в стране женская бригада Паша Ангелина. Паша Ангелина, внучка той знаменитой Паши. Если бы мне сказали, вот твоя жизнь, Паша, начни все сначала, писала Ангелина, я, не задумываясь, повторила бы ее и только постаралась бы идти этим путем прямее. Трудно быть первым, но какое же это счастье видеть, что твоей дорогой идут другие. Саадат есть чем отчитаться перед товарищами по Союзу, перед страной. Каждый из выступавших внес свою лепту в деловое обсуждение наиболее важных вопросов деятельности ленинского комсомола. По-отечески теплое напутствие партии, содержащееся в приветствии ЦК КПСС съезду, яркая, глубоко содержательная речь Леонида Ильича Брежнева, вдохновляющая программа действий ленинского комсомола, заявляют делегаты с трибуны съезда. С гордостью за нашу великую Родину они рассказывают о борьбе молодых за претворение в жизнь исторических решений 25-го съезда КПСС, о тех огромных возможностях, которые предоставлены молодежи Конституции СССР. По-братски сердечно встречали делегаты и гости съезда выступления руководителей коммунистических союзов, молодежи и социалистических стран, представителей других зарубежных молодежных организаций. Пролетарский социалистический интернационализм – это наша великая сила, это наше знамя. Когда на трибуне появились герои космической эпопеи, зал взорвался аплодисментами. «96 дней продолжался подвиг двух делегатов съезда – Юрия Романенко и Георгия Гречко.
Весть об избрании на съезд они получили на борту пилотируемого орбитального комплекса. В их космический дом прибыли члены интернационального экипажа Губарев и Реми. Алексей Губарев вручил космонавтам временные удостоверения делегатов. На борт станции был доставлен вымпел, который очень дорог для нас, сказал Юрий Романенко. Советские космонавты передают вымпел 18-му съезду ВЛКСМ как символ нашей неразрывной дружбы и горячей причастности к делам ленинского комсомола. Красочную поэму о своих успехах подарили делегатам съезда участники праздника «Пионерский рапорт комсомола». «Ты знай, мы твое продолжение, мы верная смена твоя, комсомол». Съезд единогласно принимает резолюцию по докладу. Утверждается отчет Центральной ревизионной комиссии. Принимается постановление о частичных изменениях в уставе ВЛКСМ. 18-й съезд ВЛКСМ стал очередной вехой в деятельности комсомола. Решения съезда внесут достойный вклад в традиции борьбы советской молодежи за коммунизм. И вновь, прямо со съезда, на ударные стройки пятилетки уходят добровольцы. Тюмень, Нечерноземье, Усть-Илимск, БАМ, Атоммаш. Добровольцы призыва 1978 года. И вновь Комсомольская площадь провожает эшелоны. Туда, где было трудно, где обещали тяжелую работу, комсомол посылал своих лучших. Это стало его привилегией. Что движет ими? Ради чего снимаются с насиженных мест? Зачем нужно расставаться с матерями, друзьями, невестами? Пункт назначения им известен только по географической карте. Они еще не знают, что ждет их там, на конечной остановке поезда. Мы знаем. Вот так они будут преодолевать самые легкие свои препятствия. И эта речка, эта земля войдут в их жизнь навсегда. И потянутся обычные рабочие дни. Так будут утверждать они жизнь в местах, не знавших человека. Они, конечно, соскучатся по друзьям и родным и будут рады каждой весточке из дома. И, конечно же, сфотографируются на память. Пройдут годы и окажется потомкам на память. Такие мы были поколение 70-х. Из всех дорог мы выбирали самые трудные, потому что они самые счастливые. Она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Славим мы 100 тысяч я! Большеглазый, озорный, черный, рыжий, льняный, грустный и веселый. Да-да, веселый. Над тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю, страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями выгнет спину радуга дуга. Нам откроет 100 тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые, огромные, роскошные снега, как будто праздник. Я, ты, он, она,
сердцем я взгляну в глаза веселым грозам и, смеясь от счастья, упаду в твои цветы. Обняла весна цветная ширь твоих дверей. У тебя страна, я знаю, солнечно в тепле. Нет тебе конца и нет начала, и светло и величаво реки необъятные, как песня о тебе, как будто праздник. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Может быть, 100 тысяч я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Будем мы 100 тысяч я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Будем мы 100 тысяч я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Будем мы 100 тысяч я, ты,